Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами подкаст Радиан. Сегодня я буду заменять Алика. Мы будем обсуждать такую тему, как спасение осетинских детей из Сирии, из полыхающей Сирии. Такая история, которую мы буквально сами о ней узнали недавно. У нас тут присутствует помощница депутата Зураба Макиева, Роксана Бурнасова, и она нам подробно расскажет, что там происходило, как вообще получилось этих детей вывести оттуда. Здравствуй, Роксана. Добрый вечер. Расскажи сначала, как это вообще произошло, как вы узнали о ситуации этой. Тетя этих детей обратилась к депутату Государственной Думы на приеме с просьбой оказать ей содействие в возвращении этих детей. Рассказала, что обошла уже все инстанции, оббила все пороги, обращалась к другим политикам из федерального собрания и региональным чиновникам, и, к сожалению, не достигла какого-то результата. Обратилась к Зурабу Гайозовичу, он пообещал помочь, и собственно, с этого началась огромная работа. А когда это было? Это было несколько месяцев назад, около 4, я думаю. Угу. Это их тетя, да? Да, это родная сестра их матери. Угу. Значит, дети были в Сирии. Как они туда попали? Дети вместе с родителями незаконно пересекли границу Турции и Сирии в 2014-2015 году. Где-то на рубеже, точную дату я не могу сказать. Из России, соответственно, они выехали легально в Турцию, и оттуда уже нелегально пересекли границу. Отец присоединился к незаконным террористическим формированиям, через какое-то время погиб. Мать какое-то время передвигалась вместе с женщинами, которые... я так понимаю, вдовы боевиков. Да, вместе с вдовами боевиков передвигалась по территории Сирии. В какой-то момент попала в курдский лагерь для беженцев Эль-Холе. И там через какое-то время, точно, опять же, к сожалению, не могу сказать, она умерла. Это было ровно год назад, в марте. Значит, отец умер, мать тоже умерла. Дети остались фактически без присмотра в этом лагере. Да, мать умерла при невыясненных обстоятельствах. Это, вероятно, была какая-то болезнь. Соответственно, дети остались в этом лагере одни, и повезло, что там были энное количество уроженок республик бывшего Советского Союза, которые, очевидно, хорошо говорили по-русски. Они и занимались детьми на протяжении всего этого года. Они присматривали за ними? Да, там их было несколько. Была одна таджичка, одна узбечка, еще какие-то женщины. Весь список, я думаю, что никто не знает. А сколько лет этим детям? Кто их, мальчики? Там 2 ребенка 7-летних, двойняшки, мальчик и девочка, и 4-летняя девочка. Это все родные братья и сестры. А как их там кормили, их там, в каких условиях они там существовали? Что с собой вообще представляет этот лагерь? Лагерь Эль-Холь, он знаменит тем, что регулярно в новостях, может любой это посмотреть, там появляются новости о том, что там в очередной раз погиб какой-то ребенок или там женщина. То есть там очень тяжелые условия. Сегодня были сообщения, по-моему, даже, да? Сегодня, да, буквально пришло сообщение о том, что 3 ребенка при невыясненных, опять же, обстоятельствах погибли в лагере. То есть там ужасные антисанитарные условия? Да, абсолютно. Естественно, курды очень, скажем так, жестко обращаются с теми, кто уже проживает в этом лагере. То есть это, по сути, выживание. Детям их врагов. Тех врагов, которые раньше занимались торговлей курдскими женщинами. Понятно, тут... Да, теперь они платят, я так полагаю, той же монетой. Да. Хорошо, тут, значит, все ясно. Значит, в жестких они условиях были, за ними присматривали эти женщины. А как связь держали с родственниками здесь, в Осетии? Вообще прерывалась ли связь? Связь прерывалась на несколько месяцев в момент, когда погибла мать. Попав туда, мать нашла каких-то, опять же, женщин, которые говорят по-русски, и у кого-то из них был телефон. Попав туда... В лагерь,
когда она оказалась в Эль-Холе, она... А когда это было? Я вот тоже не могу точно То сказать. есть она туда попала вне зависимости от помощи со стороны, ну, то есть сама поехала, я так понял? По непроверенной информации от родственников, естественно, Угу. точно не могу сказать, она убежала от террористов, в какой-то момент пыталась вернуться на территорию Турции, ее перехватили курды, и вот таким образом она попала в этот лагерь. Там она познакомилась с какими-то женщинами, которые говорят по-русски, у которых был телефон, и начала общаться со своей сестрой по мессенджерам. Понятно. Что происходило дальше? После того, как ее не стало, одна из этих женщин сообщила сестре, что дети остались одни, и сестра начала предпринимать всяческие попытки их вернуть, обращалась, повторюсь, в различные ведомства, вот. Но, к сожалению, это, очевидно, довольно сложная процедура, и никто не смог ей помочь. Хорошо. Значит, эта тетя пришла к вам, попросила помощи. Какие действия были предприняты для того, чтобы помочь ей? По возвращению в Москву депутат Зураб Макиев обратился к своему другу и коллеге Дмитрию Саблину. Это человек, который известен по организации «Боевое братство», человек, который возглавляет межпарламентскую группу «Россия-Сирия». Он обратился к нему за помощью, и в дальнейшем началась вся схема выстраиваться через Дмитрия Саблина. Были подключены невероятные... Ну, я так понимаю, это было не очень просто. Усилия больших требовало, правильно? Да, это было подключено Министерство обороны, аппарат уполномоченного по правам ребенка, МИД, консульство сирийское, посольство, огромное количество неравнодушных людей действительно просто единым фронтом выступили, чтобы это стало возможно. А были ли какие-нибудь такие препоны на этом пути? Препоны были, и к своему большому сожалению хочу отметить, что в основном они были связаны с действиями именно осетинских чиновников. То есть по факту оказалось, что выстроить связь с отрядами народной самообороны курдов, чтобы вывести детей из лагеря, оказалось проще, чем получить необходимые документы от чиновников, работающих в городе Владикавказ. А в чем была проблема? То есть они просто не хотели идти навстречу или как? Ну, эта ситуация, она же не стандартная, и, соответственно, каждый чиновник, очевидно, боялся за свое кресло, боялся отойти от прописанных каких-то правил и норм поведения. Просто было проще сказать, это невозможно, чем попробовать организовать это каким-то более нестандартным путем. А как спецслужбы смотрели на всю эту активность? Здесь тоже хочется отдельно отметить, что абсолютно все силовые структуры Северной Осетии проявили максимальное внимание к вопросу, максимальное человеческое отношение. Лично министр МВД Михаил Иванович Скоков очень помог. Очень благодарна ему за это. Представители Следственного комитета республики, другие силовые структуры. Каждый все, что мог сделать на своем участке, они сделали. За это им большое спасибо. Роксан, а что конкретно осетинские чиновники делали? Чем они мешали, не помогали? В чем конкретика? Магас, на эту тему можно записывать отдельный подкаст, а возможно даже небольшую книгу. Но я приведу один пример, мне кажется, он весьма говорящий. Одна из справок, которая нужна была для оформления бумаг, это бумага от консульства в Дамаске о том, что дети действительно там находятся. Форма справки, ладно, что странная какая-то, консульство пошло навстречу каким-то образом, они эту бумагу сформировали, перевели, прислали мне, естественно, сканом, с печатью. Я предоставляю этот скан в органы профильные, на что получаю ответ: окей, все здорово, спасибо, теперь, пожалуйста, официальным факсом мне ее пришлите. Официальным факсом, ну ладно, что 21 век, и в принципе факс вещь весьма, мягко говоря, не очень нужная, да, вот в наши дни. А может, у них такая форма отчетности? Окей, у них такая форма отчетности. В стране идет война, средства стационарной связи работают
из рук вон плохо, как минимум. И когда я позвонила в консульство и очень сильно и долго извиняясь попросила их прислать мне факс, они рассмеялись и сказали: вы извините, у нас тут война, мы факсы не отправляем даже в МИД, тут со связью проблемы. То есть абсолютное непонимание. Я объяснила этим женщинам, что они привезут, из профильных министерств, что эту справку привезут с собой, мы вам оригинал дадим. Примите, пожалуйста, сейчас скан. Они сказали: мало ли, давайте все-таки официальный факс, чтобы мы видели, с какого номера пришло. Это вот такая маленькая зарисовочка, и вот таких вот абсурдных историй их было даже не десяток. Их было намного больше, к сожалению. То есть это огромная бюрократическая машина, да. Еле-еле... Бюрократическая машина бессмысленная, беспощадная, абсолютно, не учитывающая ни обстоятельств, ни каких-то дополнительных факторов. И опять же, я хочу подчеркнуть, речь не идет о силовых структурах. Силовики отработали просто отлично и проявили себя максимально человечно. Спасибо им за это. Теперь я вот хочу понять этот момент. Все, значит, получили разрешение для выезда тети, да? А как вообще это происходило дальше? Значит, история была такая. Начну сначала. Дети находились в курдском лагере. Для того, чтобы их вывести в Россию, их нужно было сначала вывести в Дамаск. Чтобы их вывести в Дамаск, их нужно было вывести сначала с территории курдского лагеря. Люди, которые интересуются политикой в этом регионе, они понимают, что, в принципе, курдский лагерь — это территория, которая не очень ведомственно подотчетна сирийским властям. Соответственно, через отряды народной самообороны курдов детей вывезли из лагеря в город курдский. Туда прилетели уже представители России, забрали детей и через перевалочный пункт, какие-то там базы, довезли их до Дамаска. В Дамаске возникла следующая проблема. Дети, очевидно, без документов, и просто так жить в каком-то отеле или еще чем-то они не могли. И на тот момент уже следом за ними, после того, как их забрали из курдского лагеря, к ним вылетела из Владикавказа тетя. А где они жили это время? Вот в этот временной промежуток в Дамаске. Это примерно промежуток совпал. Они прилетели в Дамаск, а тетя прилетела из России. И их поселили в подворье церкви РПЦ. За что, опять же, тоже отдельное спасибо. Это было единственное место в Дамаске, где было и безопасно, где и говорили по-русски, где с них не потребовали каких-то документов и объяснений, то есть люди вошли в положение. Дети русскоязычные, то есть проблем с коммуникацией не было? Нет, абсолютно не было. Старшие дети говорят немножко и на арабском, и они все абсолютно как любой другой ребенок в России говорят на русском языке. Роксан, хорошо, вот дети, значит, в подворье. И, наверное, какой-то медицинский осмотр производился. Как они здоровы, то есть их жизни ничего не угрожает, это понятно, но год в курдском лагере, это, наверное, как-то ударило по здоровью. Что там? Хорошо в этом смысле все? Когда они уже были в безопасности, было понятно, что они скоро едут в Россию, было принято решение обследовать их уже непосредственно в Москве. Опять же, усилиями Макиева и Саблина сразу после прилета детей определили в детскую больницу. Они провели там сутки, должны были 3, но провели всего сутки, потому что врачи сказали, что дети, в принципе, здоровы. Есть там у кого-то нехватка витаминов, анемия, бородавки, а так в целом все окей. И это действительно большая удача, и это удивительно, потому что, опять же, нечеловеческие условия, абсолютная антисанитария, абсолютное отсутствие каких бы то ни было медицинских учреждений или там медработников в лагере Эль-Холь. Брат рассказывал этих детей, как защищал сестер от чуть ли не скорпионов и змей, то есть абсолютно условия на выживание. И тем приятнее, что все так обошлось. Большое счастье. А для них вообще вот эти перелеты, большое количество новых людей, это был для них стресс, вот этот новая страна? После того, как они увидели свою тетю, она объяснила им, что она приехала их забрать.
Они были очень счастливы, и она объяснила, что она везет их в Россию, и, собственно, те дни, которые они жили с тетей в подворье, пока готовились документы, они говорили только о том, как они хотят в Россию, были очень рады по этому поводу. После того, как они уже вылетели, приземлялись в Москве, это была поздняя ночь, мальчик увидел огни ночной Москвы, и, мне кажется, это очень мило. Он повернулся к тете и сказал, что Россия очень блестит, она очень красивая, ему очень понравилась страна. Вот, они прилетели поздно ночью и сразу легли спать. На следующий день их повезли в медицинское учреждение, и, собственно, на следующий же день они прибыли во Владикавказ, то есть это сегодня утром. Хорошо. А вот они прилетели во Владикавказ. Что происходило дальше? Наверное, родственники там что-то собрались, встретили. Что происходило дальше? Да, сегодня утром вместе с Зурабом Акиевым они прилетели во Владикавказ. Мы их тоже встречали. Было очень много ближайших родственников, двоюродные сестры. Все были, конечно, безумно рады. Тут же решили, что завтра будем делать 3 пирога. А дети, когда они были в Москве, естественно, они были в тех условиях, когда не было возможности им объяснить этот момент. Они спрашивали тетю: мы уже в России, а мы поедем в Осетию, это будет другая Россия? Или, то есть они очень долго не могли понять, как соотносятся понятия Россия и Осетия. Они прилетели, увидели родственников, тетя им сказала, что вот теперь вы поняли? Они говорят: да, теперь мы поняли, что такое Осетия, где она и как она. Очень им тут понравилось. На самом деле это очень все замечательно, но впереди очень длительный, сложный процесс адаптации детей. Нужно понимать, что у нас, к сожалению, в обществе не все всегда готовы адекватно реагировать на такие ситуации. И, в принципе, наверное, государство не всегда, не государство, да, опять же, те самые бюрократические структуры не всегда готовы адекватно подходить к таким вопросам. Первое, чем мы сейчас займемся, мы уже нашли психологов для детей, с ними будут заниматься педагоги, чтобы к 1 сентября они пошли в школу, сели за парты и чувствовали себя там комфортно. Не было ощущения, что они отщепенцы, что они не понимают, что происходит вокруг. Здесь же уже были первые какие-то обсуждения этого вопроса. К судьбе этих детей подключится фамилия, которая тоже обещала не бросить их, всячески оказывать содействие, поддержку. А эта поддержка будет действительно нужна. И я очень надеюсь, что дети будут в дальнейшем находиться в атмосфере любви, тепла и поддержки, и того негатива, который был у них и в Сирийской республике, и того негатива, который, к сожалению, периодически появлялся в соцсетях. Надеюсь, они его на себе не почувствуют. Хорошо. Я думаю, на этой позитивной ноте можно закончить. Спасибо, Роксана. Это было действительно очень интересно, очень реально это волнительная история. Спасибо. Пожалуйста, мы переживали эту историю как свою, и я надеюсь, что таких историй больше никогда не будет ни в Осетии, ни в России. Хусал жагат.